Верхушку социальной пирамиды венчает элита. Башкирское общество не было исключением. Длительный и тяжелый, порой кровавый процесс интеграции Башкирии в административную систему Российской империи завершился в конце XVIII века введением кантонной системы управления и учреждением башкиро-мещерякского войска. Командный и офицерский состав последнего рекрутировался из продвинувшихся по службе представителей местных фамилий. Одной из них были Нагайбаковы. Каково их происхождение? Чем знаменательны были представители этой семьи? И какой след они оставили в истории Башкортостана и России? Старая знать, состоявшая из биев, мурс и батыров, сгорела в пламени башкирских восстаний 17-18 веков. Новая элита XIX века, представленная чинами башкирского войска, была уже полностью лояльна престолу. Хотя бы в силу того, что сознательными усилиями правительства была превращена в ключевой элемент местной административной системы. Среди фамилий башкирских дворян – Султановых, Мутиных, Сыртлановых, Акчулпановых, Умедбаевых, Кииковых и других, Нагайбаковы занимали особое место, ведь их предком был представитель старой мятежной аристократии. Но, несмотря на неоднозначный бэкграунд, его сыновьям удивительным образом удалось пробиться в новую элиту общества. Поэтому их история вдвойне интересна для нас. Нагайбаковы происходили из древнего башкирского рода Юрми, упомянутого, как полагают некоторые исследователи, в форме Ерми еще в так называемом именнике болгарских ханов, самом раннем источнике по истории дунайских болгар, составленном более 1000 лет назад. После принятия русского подданства данный род составил Юрминскую волость на западе исторической Башкирии. Однако в 1920 году в ходе национально-государственного размежевания большая часть ее территории была передана советской властью в состав учреждаемой Татарской АССР. Поэтому села Чалпы и Урсаева, родовые гнезда Нагайбаковых, находятся в составе нынешнего Азнакаевского района Татарстана. Краем уха, как ребенок, я слышала: Урсай, Урсай. Нугайбек, Нугайбек. Вот краем это осталось у меня в памяти, но пока они были живые, надо было расспросить, когда уже, ну вот хотя бы маму расспросить, папа-то рано умер. Расима Асгаровна Мусина, по девичьей фамилии Закирова, лишь в зрелые годы узнала о том, что ее дед, Мухаммед Закир, от имени которого пошла ее фамилия, происходил из клана Нагайбаковых. Указ его императорского величества запасному рядовому из башкир деревни Урсаевой Тумутукской волости Бугульминского уезда Мухаммед Закиру Нагайбакову в том, что он по избрании законным порядком прихожанами первой соборной мечети названной деревни на должность муллы утвержден к означенной мечети в должности муллы с званием имама и мугаллима, в чем дан ему Нагайбакову сей указ 13 сентября 1902 года. В 1931 году бывший мулла был раскулачен как башкирский бай, а также как мнимый или действительный участник крестьянского вилочного восстания, вспыхнувшего в 1920 году на территории Уфимской губернии как реакция на политику военного коммунизма. В поисках лучшей доли Закир Нугайбеков переселился в село Исмаилово Дюртюлинского района Башкирской АССР. Вечером доложили, что завтра вас раскулачат, и он ночью увез всю семью. Без ничего. Вот взял семью, погрузил детей, 5 детей, и увез. В никуда. В общем-то, они приехали в никуда. Очень сильно они нуждались, брались за любую работу. Бабушка, вот я даже помню, как сейчас она рассказывала, как она коромыслами таскала глину на стройку. Дедушка пас скот. Ну, потом, видимо, деда достали. Вот его брата я нашла. Он похоронен в Казани в братской могиле. А вот деда нет. Где он загинул, непонятно.
Однако обратимся к началу нашей истории, а именно к родоначальнику Нагайбаковых, башкирскому старшине Юрминской волости Нагайбаку Асанову. Предвидя вопросы относительно связи его имени с близлежащим селом Нагайбаково Бакалинского района Башкортостана, в прошлом казачьей крепости Нагайбак, а также с этнонимом тюркоязычного этноса Нагайбаков, сразу скажем, что все они связаны с башкирским антропонимом Нугайбек в его русифицированной форме Нагайбак. Историк XVIII века Петр Рычков в своей топографии Оренбургской губернии писал: Нагайбак или Нагайбатская крепость. Звание происходит от жившего на сем месте башкирца, кой назывался Нагайбак, а юрт назывался по нем деревней Нагайбаковой. Оная крепость построена в 1736 году по причине бывшего тогда башкирского замешания в Башкирии Казанской дороге на реке Ику. Не исключено, что упомянутый башкирец Нагайбак приходился Нагайбаку Асанову предком или родственником, учитывая, что бывшую крепость Нагайбака от села Урсаева отделяет всего лишь несколько километров. Нагайбак Асанов – одна из интереснейших личностей. Крепость Нагайбакская. Ведь недаром, наверное, как говорится, одинаковое имя крепости и вот имени этого человека. И известно, что его предок, то ли дед, то ли прадед, тоже был Нагайбаком. Вот исследовать бы интересно вот эту вот связь. Но это уже дело будущих историков. Постройка на конфискованной земле Юрминской волости крепости Нагайбак, возможно, и стала причиной участия Нагайбака Асанова в событиях Пугачевщины. В крепости была поселена группа тюркоязычных казаков христианского вероисповедания, которые со временем избрали название крепости в качестве этнонима. В декабре 1773 года, когда в район крепости Мензелинск прибыл башкирский отряд пугачевского предводителя Караная Муратова, нагайбакские казаки перешли на сторону восстания. Каранай Муратов – походный старшина Бурзянской волости, главный полковник Пугачева, руководитель Мензелинского повстанческого района, жил в ауле Каранай современного Стерлибашевского района Республики Башкортостан. В кратчайшие сроки под знаменем Караная Муратова собрались тысячи местных башкир Юрминской, Байларской, Сарайлиминской, Гирейской, Енейской, Булярской властей. Нагайбак Асанов стал одним из подвижников пугачевского атамана. Сформировав 8-тысячное войско, Каранай предпринял несколько штурмов Мензелинска, один из которых едва не завершился его взятием. Оставив часть сил осаждать город, другую часть отрядов он отправил в разные уголки Казанского уезда – в Елабугу, Мамадыш, Боровецкий завод, Арск. Нагайбак Асанов получил приказ захватить крепость Заинск. 15 января 1774 года отряд Нагайбака Асанова подошел к Заинску, комендант которого при виде повстанцев сдал крепость без боя. Однако уже на следующий день пришло известие о приближении гусарского полка полковника Юрия Бибикова. В двух ожесточенных сражениях 16 и 17 января пугачевцы потерпели поражение. Нагайбак Асанов с остатками отряда отступил для соединения с основными силами, чтобы через месяц участвовать во вторичном взятии Нагайбакской крепости, незадолго до этого занятой отрядом майора Перского. В ходе ожесточенного штурма она была взята, царский офицер был казнен, солдаты пленены и под конвоем отправлены в ставку Пугачева.
По окончании Пугачевщины судьбы участников описанных событий сложились по-разному. Нагайбакские казаки в наказание за бунт были депортированы в Зауралье, где их потомки поныне живут в Нагайбакском районе Челябинской области. Как видим, название района – это еще одна реминисценция имени башкирского старшины Нагайбака. Каранай Муратов, как имевший кредит доверия в башкирском народе, был отправлен в Москву. Для лицезрения казни Пугачева, Коева, как писал генерал Павел Потемкин, они идолом своим почитали, после чего был отпущен восвояси. Что касается самого Нагайбака Асанова, то он, как и большинство башкирских предводителей, также избежал казни. Мало того, даже не был лишен звания старшины своей Юрминской волости. Опасаясь новой вспышки восстания, Екатерина II не рискнула слишком сурово наказывать башкир. Кроме того, она прекрасно понимала, что мятеж последних был далеко не беспочвенным. И здесь необходимо было перевести, допустим, башкирских старшин, потому что башкиры – это войско, башкиры – это хорошее, мобилизованное, готовое воевать и умеющее воевать войско, которому противостоять достаточно сложно, необходимо было перевести на свою сторону. Поэтому шли различного рода посулы, уговоры, обещания прощения, и они были в большинстве своем выполнены. Прощение было сделано в первую очередь для того, чтобы выполнить задачу более важную – закрыть границу. А вот наказать виновных, поэтому не очень-то хотелось очень жестоко наказывать. И мы знаем, что ведь Екатерина так не подписала смертный приговор ни Салавату, ни Юлаю Азналину. Хотя там были предложения. С башкирами надо было договориться, не воевать. Поэтому, конечно, Нагайбакова и другие предводители были прощены в том, что они участвовали в замешательстве, для того, чтобы они несли службу. И они несли службу вполне потом нормально. Нагайбак Асанов еще долго оставался старшиной Юрминской волости, а после смерти был похоронен в ауле Чалпы, где находится некрополь одной из ветвей клана Нагайбаковых. В 1798 году по указу императора Павла I в Башкирии была введена кантонная система управления, и сын бывшего мятежника Курмин-Кей неожиданно встал во главе одного из башкирских кантонов. Курмин-Кей Нагайбаков, обер-офицер, начальник 12-го башкирского кантона, располагавшегося на башкирских землях Бугульминского, Белебеевского и Бугурусланского уездов в 1803-1820 годах. В ревизской сказке 1816 года сказано: Оренбургской губернии Бугульминского уезда, деревни Урсаевой, башкирцы, кантонный начальник 13 класса Курмин-Кей Нагайбаков, 51 год, по получении обер-офицерского звания и рождении детей его в оном звании особо показаны. Дело в том, что изначально хотелось руководству страны, правительству, властям убрать прежнюю элиту, это башкирских старшин. Потому что, это наследственная уже, по сути, шла власть. Это были элиты, но это были элиты родового характера. И там была проблема в том, что надо было отойти от прежней ордынской системы. И вот элиты должны были быть не родовые, а элиты должны были быть направлены по тому принципу, как они служат, то есть по службе. Таким образом, незнатность происхождения возвела Курмин-Кея Нагайбакова на должность кантонного начальника, но его личные качества. Будучи плоть от плоти своего народа, он защищал вотчинные права башкир. Так, в 1819 году Оренбургское губернское правление рассматривало донесение 12-го башкирского кантона начальника Нагайбакова о переселении по окончании сроков с башкирских земель на казенные, припущенных вотчинниками разного звания людей. Ответ на прошение был отрицательным. Мещеряков, Тептярий и Бобылей, заселившихся на башкирских землях впредь до рассмотрения правительствующим сенатом о сем сведений, переселять с тех земель воспрещено. Курмин-Кей Нагайбаков был покровителем наук и мусульманской учености. Например, он приютил Тадж-ад-Дина Ялчигулова, который возвращался в Башкирию после долгих странствий по Ближнему Востоку. Тадж-ад-Дин ибн Ялчигул ал-Башкурди, 1768-1838, богослов, суфийский поэт, писатель, историограф, автор тафсира Сидрат аль-Мунтаха, лотос крайнего предела, происходил из башкирского рода Айле.
Сам Тадж-ад-Дин происходит из башкирского клана Айле, но в раннем возрасте он покинул родной край, отправившись вместе с отцом на Ближний Восток и получив образование. Спустя много лет они вернулись на родину, и по пути из Казани в Троицк его отец на территории современного Татарстана ушел из жизни, а Тадж-ад-Дин решил поселиться невдалеке от отцовской могилы. Анализ ревизских сказок и некоторых документов из архивного фонда Оренбургского магометанского духовного собрания убедительно демонстрируют, что уже в конце XVIII века он был общинником в селе Челпы. Причем его имя и его семья в ревизской сказке 1816 года идет следом сразу же после представителей рода Нагайбаковых. То есть здесь очевидно, что Нагайбаковы, прежде всего Курмикей Нагайбаков, встретив этого выдающегося богослова, сочли для себя возможным, своим долгом включить его в свою общину, юридически оформить его как общинника того же самого села, где они сами проживали, и в дальнейшем, по всей видимости, до конца жизни Тадж-ад-Дина и Ибн Елчигула они поддерживали с ним и духовные, и мирские связи. Примечательно, что в своем произведении «Тарих, Нама и Булгар» Тадж-ад-Дин привел легендарную генеалогию башкирских кланов, восходящую к Иштяку, эпониму башкирского народа. В своем историографическом труде «Тарих, Нама и Булгар», приводя общую мифическую, конечно же, родословную башкирских родов, он отмечает, что мифический первопредок башкир, эпоним башкир Иштяк, его сыном был Бекатун, сыновьями Бекатуна были родные братья Айле, Юрми и ряд других таких персонификаций башкирских родов. То есть Тадж-ад-Дин Ибн Елчигул, он стремился в своем сочинении продемонстрировать свою собственную близость, близость северо-восточных башкир к башкирам западным, к таким кланам, как Юрми, Байлар и некоторые другие. Неизвестно, как сложилась бы судьба Тадж-ад-Дина Елчигулова, не имея он покровителя в лице Курминкея Нагайбакова, представлявшего собой подобие восточных правителей-меценатов прошлого. Возможно, только благодаря его участию этот странствующий суфий, каких тогда было немало, и смог оставить свой след в культуре Башкортостана. Закончился мятежный XVIII век, ознаменованный беспрерывной чередой башкирских восстаний. В Башкирии XIX века установился длительный мир, прерывавшийся разве что участием в походах русской армии против внешнего неприятеля. Новое положение дел дало свои результаты. У кантонной элиты обнаружилась тяга к наукам и образованию, поэтому в семьях чиновников башкиро-мещерятского войска одна часть отпрысков избирала традиционную военно-административную карьеру, а другая – религиозно-образовательную. Нагайбаковы своим примером наглядно иллюстрировали этот тезис. Один из сыновей Нагайбака Асанова, Курминкей, стал офицером и кантонным начальником, а другой, Шамсуддин, религиозным деятелем, имевшим звание Ахунда. В ревизской сказке 1816 года написано: Оренбургской губернии Бугульминского уезда, деревне Урсаевой, башкирцы, Ахун Шамсуддин Нагайбаков, 46 лет. Ахун – это не вполне формальное, почетное звание мусульманского духовенства, которое присваивалось сначала просто коллективам виднейших улемов региона, позднее, после создания Оренбургского магометанского духовного собрания, оно стало жаловаться Оренбургским магометанским духовным собранием, и, как правило, ахунд был один на уезд. И, соответственно, это само по себе демонстрирует, что Шамсуддин Нагайбаков был не просто представителем знатного рода, но и человеком просвещенным, человеком достаточно авторитетным с религиозной точки зрения, человеком, обладающим большими шариатскими знаниями и, самое главное, большим авторитетом со стороны в глазах верующих и в глазах других мусульманских улемов. Шамсуддин Нагайбаков и есть предок Расимы Асгаровны по прямой линии. Их разделяет почти 200 лет, поэтому посещение места его упокоения было волнительным. Он был имам, суфей, ученый. Он всегда воспитывал, учил людей.
И я вот эту могилу восстановила, сейчас поднимаю жителей, чтобы они облагородили это. И вслед за мной еще начали люди, там надгробий, штук 20, наверное. Очень нравится фраза «Воля предков предопределяет судьбу потомков». И на самом деле я стала чувствовать какую-то взаимосвязь, вот занимаясь этими делами, потом поездки в эти деревни, нашла много-много родственников. Примечательно, что эпитафия надгробия на могиле Шамс-ад-Дина игнорирует его официальный титул ахунда, но подчеркивает статус покойного в суфийской иерархии, тем самым демонстрируя приоритеты, которые существовали в среде тогдашнего духовенства. Это место упокоения шейха, имама, суфия, мюрида, преемника полюса полюсов, шейха, имама Ас-Терлибаши ан-Накшбанди. Несмотря на то, что часть надписи испорчена временем, ясно, что Шамсуддин был мюридом, то есть последователем шейха Нигматуллы Тукаева, содержавшего мадресе в селе Стерлибаш Юрматынской волости и являвшегося халифой, то есть преемником выдающегося суфийского шейха Нияз-Кули Туркмани, имевшего почетный титул «Полюс полюсов» – Кутб аль-Актаб. Уже к 20-м годам 19 века село Челпы, родовое гнездо Нагайбаковых, оно стало достаточно крупным, достаточно серьезным и уважаемым центром религиозной учености. То есть там преподавали не только Нагайбаковы, но и преподавали выходцы из рода Султановых, преподавали улемы из других регионов и даже других стран. И из Челпов вышло впоследствии достаточно много авторитетных религиозных деятелей. В 1831 году представители одной из ветвей Нагайбаковых получили дворянство и были включены в родословную книгу. Этому предшествовало прошение, поданное Шагин-Гарием Курменкеевичем Нагайбаковым в дворянское собрание. Он был сотником и начальником 12-го башкирского кантона, которым прежде правил его отец, и был женат на дочери другого башкирского дворянина, майора Баязита Султанова Шамси Нисе. В качестве доказательств своих прав на потомственное дворянство он предоставил патент о производстве его 28 июля 1829 года в полковые хорунжи и формулярный список о своей службе. Определением данного собрания 11 декабря 1831 года он с женой Шамси-Нисой Баязитовной были признаны потомственными дворянами и внесены во вторую часть дворянской родословной книги Оренбургской губернии. В представлении о доказательствах права на дворянский титул было сказано: кантонный начальник, сотник Шагин-Гари Курменкеев, сын Нагайбаков, 32 лет, из башкирских детей, имеет Бугульминского уезда в деревне Урсаевой деревянный дом, 3 поташных завода, состоящие в уезде Белебеевском, да 2 мукомольные мельницы. Шагин-Гари также обладал огромными площадями земли в Белебеевском уезде, купленными еще его отцом. Поташ, то есть карбонат калия, производившийся его заводами, был ценным веществом, использовавшимся в стекольной и текстильной промышленности, а также в мыловарении и многом другом. Мельницы и угодья также приносили немалый доход. Роднились Нагайбаковы, как правило, с другими фамилиями башкирских дворян – Султановыми из рода Байляр, Сартлановыми из рода Канглы, Мутинами из рода Гирей, Умедбаевыми из рода Табын. Всю эту благостную картину разрушил инцидент, случившийся в 1835 году. Башкиры со времени принятия русского подданства участвовали во множестве военных кампаний, которые вела в XVI-XIX веках Россия. При этом главной обязанностью всегда была охрана рубежей государства. Однако к 30-м годам XIX века граница империи ушла далеко на юг, к берегам Сырдарьи и Аральского моря. Башкиро-мещерякское войско утратило свое значение пограничного заслона, поэтому башкиры, мещеряки и особенно тептяри стали привлекаться к различным работам по постройке крепостей и редутов. Башкиры – это башкирское войско, это воины, которые хорошо себя показали в войне с Наполеоном. Самый последний массовый пример героизма, дошли до Парижа. Это все признавали. Но освоение казахской степи, которое шло постепенно, оно требовало, с одной стороны, военных походов,
А с другой стороны, требовало постепенного продвижения строительства крепостей. Для башкир это было обидно. Они говорили, мы воины, а нас заставляют что-то копать. И об этом очень многие писали. Более того, один из командующих башкирским войском даже вступил в конфликт с военным губернатором Обручевым, когда написал: прекратите унижать башкир, занимать их землекопством, давайте снарядим из них прекрасное войско, они готовы хорошо быть воинами, и поставим их на границе, и все будет хорошо. Инцидент случился 4 апреля 1835 года в ауле Нижние Бишенды нынешнего Туймазинского района Республики Башкортостан в присутствии 650 башкирских казаков 12-го кантона, отправляемых на земляные работы. Как докладывал белебеевский земский исправник Соколов, сотник Нагайбаков к совершенному укоренению в башкирцах к работам ненависти на сборном месте при фронте в кругу юртовых старшин по-русски громко говорил, что те люди не на службу, а на каторжную работу командируются, что служба лопаточная есть каторга, и башкирцы ныне стали плохи, не умеют от он и избавиться. Потом, следуя за Соколовым, с некоторыми юртовыми старшинами спрашивал башкирцев по-русски с насмешкой, исправен ли у них ружейный замок и хорош ли их кремень, тогда как при них ружей не было. Показания Соколова подтвердил переводчик князь Яушев. Речи Нагайбакова были расценены как подстрекательство башкир к бунту, тем более что инцидент произошел на фоне нараставших волнений по всей Башкирии. За произношение неприличных слов перед командой по высочайшей конфирмации Шагингарей Курмикевич Нагайбаков был разжалован в казаки, был лишен ордена святого Станислава IV степени, был переселен во второй башкирский кантон, но дворянских прав лишен не был. Материалы данного военно-судного дела демонстрируют характер, уровень национального самосознания Шагингарея Курмикевича Нагайбакова и показывают, что он был реализатором интересов своего народа. Удивительно, но Шагин-Гари Нагайбаков повторил судьбу своего деда Нагайбака. Через 3 года он был восстановлен в 14 классе табеля о рангах, а его проступок никак не повлиял на карьеру сыновей. Ахмед Гирей и Султан Гирей Шагин-Гариевичи Нагайбаковы стали штаб-офицерами и кантонными начальниками, а внук Исмаил Нагайбаков, бывший поручик царской армии и георгиевский кавалер, дослужился до генерал-лейтенанта советской армии. В годы Великой Отечественной войны он был начальником штаба 4-го гвардейского танкового корпуса, который после войны был преобразован в знаменитую Кантемировскую дивизию. Такова вкратце удивительная история башкирского рода Нагайбаковых, давших отчизне множество замечательных личностей – старшин, шейхов, указанных имамов, военных, представителей мирных профессий. Они были патриотами своего народа и страны, не боявшимися в критические моменты не только поднимать свой голос против несправедливости, но даже браться за оружие. В их судьбах, как в зеркале, отражена история Башкортостана, в которую они и сами уже вписаны навек.